Друзья, если бы еще совсем недавно мне кто-то сказал, что такое может быть, что сегодня пришлось запечатлеть на камеру и увидеть своими глазами в суде, что судья сама по себе находится на своем рабочем месте в кабинете, слушатели с ответчиком, с представителем, значит, ответчика находятся в коридоре, в этот момент зал судебный абсолютно свободен в нескольких шагах, и судья таким образом ведет процесс судебный. Вот. Я, конечно, многое повидал, но такого я еще честно не видел. Предлагаю вам самим посмотреть видео и убедиться в этом. Исполнительное производство. Потом пишешь в районный суд или мировой суд на ознакомление сделано получение копии судебных решений. А потом отменяешь судебный приказ. Все просто. Сокрытие информации, статья 24 Конституции Российской Федерации. И что? И что? Сокрытие информации тоже, пипец тоже будет. Нет, пипец будет, потому что законодатель Государственной Думы установил порядок. Мировой судья имеет право вынести судебный приказ без извещения сторон. Набери меня, как Горького голос, подарок. Набери меня, если я трубку не увидел, я потом подъеду, да? Ответчик, вы... Где у нас ответчик? Здесь. Вы намерены участвовать в судебном заседании? Мы намерены в полном составе Если намерены, сколько количество у нас стульев позволяет, столько проходит. У вас есть зал судебного заседания. У вас уважение должно быть. Какое количество человек у нас кабинет вмещает, такое количество проходите. Есть зал если судеб... Нет, и есть зал судебного заседания. У нас еще подойдут. Меня услышали ответчик. Нет, никто не слышал. Не надо командовать нами. Мы за Россию, нам разрешало это какие? Не в этом дело. У них есть зал судебного заседания. Пусть Судебное открывают. заседание есть. Да. Пусть открывают. Им просто лень идти в зал, задницу свою оторвать. Судебное заседание начинается на рабочем месте судьи. Так. Если ответчик Суд- хочет участвовать в судебном заседании, проходит. Так, вместе пойдем с ним. регистрировать в отношении ее за измену Родине. Пойдемте все. Пойдемте. Там не фотографируй. Он кругами все ходит. Ну, попало. Не в этом дело. Вот. Сейчас Почему? они могут навесить. Нет, почему не можете? Там ремонт. Какой ремонт? Нет, тогда пойду в дом здание. Вы что? Ну, сейчас нет возможности такой другого. Вы почему в суде А вы не пропускаете нас в суде, что ли? Сейчас Вот нельзя. нам хватит. Так, снимай на камеру. Вот этого Я просто снимаю. Значит, судебный пристав препятствует прохождению в суд. А почему к суде пропускаете нас? Судебный пристав в черной форме на Какое рукаве с судебное фацией. заседание? Без нас она не имеет права. Мы проверили, там никакого ремонта нет. Там идет От- ремонт. Никакого там ремонта нет, не придумывайте. Зачем обманывать? Вас судья пригласит, пойдете. Вот скамейку Там занесем. сядьте, Вот скамеечка. садитесь. Вот Туда мы занесем? Мы занесем. Нам разрешали раньше заносить скамеечку. В этом же суде разрешали. А почему вы так упорно не хотите нас пускать? Присаживайтесь, сидите. Нет, судебный пристав не надо привязываться, он не виноват. Ему сказали, все, он за это так деньги вот, получает. стоит Он как исполняет солдат. обязанности. Но мне непонятно, почему сейчас. Вы доложите, что мы проверили, зал судебного заседания открыт. Пусть там, мы готовы принять участие. Что доложили? То, что... Кто доложил? Мы пришли с вами, пообщались, и вы доложите сейчас, что зал судебного заседания открыт. Сейчас там идет процесс, потом... Какой процесс? Там никого нет, темнота. Нет, там судья и секретарь, какой может Они быть что, процесс? сидят где? Так. Может кто-то сходить проверить, зал действительно Так под... проверили Так мы же уже, заходили. всё, Нет, там действительно ремонт Там идет. ремонт. Да никакого ремонта там нету, там открытый зал. Там ремонт идет. Присяга никакого пристава, я, ремонта нет. вступая в ряды федеральных Ну-ка, служб Руслан, судебных проверь. приставов, Какой присягаю там? на верность народу России и закону, торжественно клянусь, беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации, законные международные обязательства Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, достойно переносить трудности, связанные с исполнением служебных обязанностей,
неукоснительно соблюдать дисциплину, установленную порядок служебных взаимоотношений, хранить государственную и охраняемую законом тайну, держать свою профессиональную честь, беречь, развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов. Служу России, служу закону. Ага, служит они. Ну и что? Вполне можно там. Вполне Там можно. ремонт недавно. Нету там ремонта. Уже был ремонт недавно. Там нет ремонта. Саша, сейчас снимем зал. Там никакого Надо ремонта зал, нет. да, снять там, фотографировать его. Сходите, снимите вместе. Я уже вам сообщил все. А? Все. Что все? Что вы хотите сейчас? То есть мы видим зал. Зал нормальный, свободный. Признаков ремонта нет. Признаков ремонта здесь никаких нет. Судья нас просто дурачит. Вводит в заблуждение. Что якобы зал на ремонте. Вот мы выходим. Комната 104. Зал судебного заседания. Вы в суде, пожалуйста, апеллируйте. Нет, я ничего не говорю. Охрана. Мы между собой. Мы между Мы собой. вам ничего не говорили. Вы нас проверили, все в порядке, все нормально. Никого не угрожаем, мы мирно люди. В общем, ей приготовлено заявление ходатайства, чтобы она разъяснила правовые основания принятия искового производства, проведения предварительного судебного заседания и на основании следующего. Представитель ИСА Альфа-Банк заявил рассмотреть дело в их отсутствии, а решение суда выслать им. Но если ответчик не придет, то провести заочное судебное заседание. То есть, ну, там много шуток привязано, кого только там нет привязано. Андрей, Да-да. и осколков там, наверное, что? Ну, я не знаю, навряд ли. Значит, прекратите съемку, пожалуйста. Основание. Основание, что рабочий день уже закончился. Вы никто по делу. Либо сейчас идет пристава. Давай, Саша, выключи все, камеру. Если я и другие находились в кабинете судьи, то судья дала указание незаконное судебному приставу убрать всех. И судебный пристав пытался удержать ответчика. То есть закрыться с ним тет-а-тет. Она не объявила, что пусть останется представитель, пусть останется. Убрать всех с кабинета. И план, задание. Так, вы по какому делу все подошли? Мы пришли к Ильдюгановой, не может организовать судебный процесс. Закрылось, проводит закрытое судебное Кто заседание. сторону по делу? Все По стороны? Альфа-банку, да, вот есть Это что, все ответчик, да, есть представитель. Ответчик кто? Я. А вы почему не участвуете? Мне с доверенным лицом. Это кто? Зампредседателя суда Семенова. Это Семенова? Да. Я не знаю. Все? Она же там, в Ленинском районе, Я когда не мы там знаю. были. И туда она бегала тоже. Да. Когда нас вот Равиль Ибраевич хватало. Она разделывала Соболянова. По выселению она выносила решение. Скоро всех знает. Там ничего не сделал, да? М? Там ничего не Нет, почему? Скоро будет результат. Положительный. У кого? Соболянова. Да, Уже кого? работаем. Да, это Бог. Нас круто. Она откуда выскочила? Генеральная прокуратура поручала проследить вопрос про основания держания 19. Вы куда у нас ответчика-то хотите увезти? Ни в коем случае не Не действуйте. ходи, не ходи. Мы сейчас, вот она завтра получит бумагу и жалобу председателя суда, что бумаги с ней скинули. Она пособник вооружений войск НАТО, которые сейчас ведут военные действия в Украине. Бумаги все подписаны.
Второе. Она должна представить служебное удостоверение. Третье. И здесь ли она прописана в Нет, городе? она должна представить указ президента о назначении ее судей. Третье. Договор. Поскольку Верховный суд Удмуртии является казенным учреждением, а данных в интернете, если вообще в природе Ленинский районный суд, где он зарегистрирован, нету. Вот в чем дело. А по выписке с ИГРУ? А нету таких данных. То есть делали запрос? Поэтому судья должен иметь доверенность от председателя Верховного суда Удмуртии, который выступает в роли представителя казенного учреждения исполнения судебной власти на территории Удмуртской республики. Договор, потому что Верховный суд является не только судом, является юридическим лицом. А согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, это экономическая конституция, он имеет право и должен наделить полномочиями либо договором судью, либо доверенностью. Вот то, что мы с тобой в Верховном суде заявляли, это сейчас уже подтверждено. Вот такие дела. А с УФНС ответов на запрос по выписке с ИГРУ пока нет? Еще нету. Пока нет еще, да? Нету. Мы сейчас запросили, есть информация, что правительство Российской Федерации зарегистрировано в Лондоне. Я этому, конечно, не доверяю. Верховный суд России зарегистрирован в налоговой инспекции. То есть, друзья, вот мы видим, как у нас судебная система работает, да? Пришел ответчик вовремя, значит, судья просто практически игнорирует приход, отказывает в проведении процесса, открыто отказывает. И проводит закрытое судебное Вот. заседание. И что-то там за дверью решают они там. Значит, она говорит, что якобы нет зала, поскольку народ здесь стоит. А мы спустились вниз, провели видеосъемку, зал есть, все отлично. То есть занимается просто обманом. Вот и все. Саша, можно ли на сайт Верховного суда Удмуртской республики и на сайт судебного департамента Верховного суда Удмуртской республики этот материал сегодня отправить? Ну, сегодня я постараюсь. Видео. Два сайта. На Ютубе будет? Сайт судебного департамента Удмуртской республики и сайт Верховного суда Удмуртской республики. Вот пусть смотрят. Значит, официально судья по требованию, по ходатайству из соответчика обязана предоставить служебное удостоверение. Дальше. Указ президента о назначении судьей. Третье. Договор или доверенность. Поскольку Верховный суд Удмуртской республики является казенным учреждением, юридическим лицом, и согласно Гражданского кодекса он вправе наделять полномочиями судей районных судов. Но в интернете не найти, где, как зарегистрированы районные федеральные суды. То есть оснований вот сегодняшнего принятия к иску практически нет. Но она, федеральная судья Антюганова, приняла незаконно иск от представителей ИСА, который потребовал рассмотреть иск в ее отсутствии и вынесенное решение доложить официально. В случае неявки ответчика провести судебное заседание и вынести заочное решение. И этому подчинилось незаконному. А это, согласно федеральному закону, я повторюсь, это квалифицируется как оказание финансовой помощи, чем занимается судья Антюганова, измены Родине. Статья 275 УК России и статья 64 Уголовного кодекса СССР. Мы все граждане, которые пришли, являемся гражданами СССР. И ни Антюганова, ни другой судья, ни суды не имеют права вызывать и проводить какие-либо судебные заседания. Поскольку сама Российская Федерация не создана, у Российской Федерации нет Конституции. Конституция СССР и РСФСР легитимны, они действуют. А заключительная часть Конституции Российской Федерации, которая гласит признать утратившим силу Конституции Российской Федерации 1978 года, это подлог. И на сегодняшний день действует на территории СССР, бывшей СССР, и на территории
который называется Российская Федерация, Конституция СССР и РСФСР. И мы пришли сюда, граждане, и все ходатайства подготовили от имени гражданина СССР. И точка на этом поставлена. Был такой предмет в Верховном суде Удмуртской Республики 2 недели назад. Никто из судебной коллегии не возмутился, никто нас не выгонял, а внимательно все выслушали, все отводы недоверия. Поэтому завтра мы составим жалобу на имя председателя Ленинского районного суда, пусть проведет проверку, почему федеральный судья, если она судья, если она действительно уполномочена в соответствии с законом, почему не организовала судебный процесс, почему она закрылась в кабинет, и самое главное, почему она выставила вооруженную охрану против ответчика, представителя. Она официально действует, а потому что ей дано указание удовлетворять исковые требования коммерческих банков с иностранным капиталом. Больше скажу, значит, подвижение денег на судный счет. Судный счет оформляется только Центральным банком. Денежные средства в виде Банка России, билета Банка России, выдается только Центральным банком России. И выдается из наличия образованного капитала еще сталинских периодов времени. Называется это золотой вексель. И задача Альфа-банка, в том числе вот и судьи Антигановой, выкачать эти деньги гражданина СССР, как было выкачано золотой запас в свое время, в 90-м году. Но золотой запас у гражданина, он сформирован, это золотой вексель. И поэтому федеральный судья знает, во имя чего она действует. Она совершила сегодня официальное преступление. Саша, ты сегодня выставь на сайт судебного департамента Удмуртии и на сайт судебного Верховного суда Удмуртской Республики. Пусть смотрят. И на всеобщее обозрение по всей территории нашей страны. Суды закрытые запрещены. А принуждение – это уголовная ответственность. Суды закрытые запрещены, они могут только при государственной тайне, при бракоразводном процессе, когда делится имущество и дети. И дети. Когда определяется порядок, где, с каким родителем быть ребенку. Суд закрытый. Больше закрытых судов не может быть. Раньше в советское время были закрыты суды, когда проходили по уголовному преследованию того или другого насильника и изнасилования. Оно и сейчас идет. А больше нет закрытых судов.